Сегодня у нас на проверочке Аквачка 499. Такая приятная. Посмотрим, что с батареечкой. Так, сейчас хозяин маленечко расскажет, сколько владеешь. Год. Год. Экономная? Экономная. Жесткая экономная. В теплое время года жесткой. А не в теплое? В теплое даже не замечательно. Ну, в принципе, с обычной бензинкой-то, конечно. Все равно экономная. Конечно. Стопудово. Конечно. Год. Получается, за год сколько у тебя пробег? За год до хера, наверное, 1020. 1020 откатал? 30, наверное. Работа, дом или что? Работа дома, работа дома. Далеко где-то, да? Или кажется? Да. И под Наташей, да? Под Наташей? Нет. Там калматиш на работе? Калматит на работе, ага. О, блин. Но порекомендуйте Наташу все-таки купить. Да? Тема. Вон у меня Наташи лежат. Итак, это рестайл уже, ребят. Получается, видите, когда вот такие вот загибы, ну не знаю, у меня уже наметано. И вот такой вот бампер вот с таким волной. Морская волна здесь. Вот так. Шух, шух. Скоро во Владик поедем летом. В общем, линза. Туманочка уже сами устанавливали. Или тут была уже туманка? Нет, сами. Но тут заглушки были. Заглушки. Тут заглушки. Значит, простая комплектация. Так, по резине расскажи, пожалуйста, кардиант как? Градиан. Нормально? Сначала пока новый, нормально. А сейчас что? Сейчас она-то пришла уже побеганная. На шипах еще, да? Шипы слышишь? Не слышно? Их и нет. Да, их и нету, да? 185, 65 на 15. Колпаки. Сам раз. Родные колпаки. Сейчас. Это, получается, сам установил, да? Да. Какой-то универсальный брызговичок. Так, накладочки прикольные. Сзади нету. Чуть-чуть колпачки уже побитые маленечко. Есть такая тонировочка. С уважением. Хотя не с уважением. С уважением, когда еле-еле видно. Так. Циклки почему-то у всех есть. Я вот сколько раз замечаю, тут циклки у них. Типа под звук заточены. Хорошо играет звук, да? Хорошо, а звук хороший. Звук хороший. Так, сейчас сзади посмотрим. Не, нормальная комплектация, потому что, видите, циклоподъемники. Бывает бич комплектация бывает. С веслами бывает комплектация. Итак, черный салон, тряпочка. Какие-то вот такие модные вставочки синие. Синие вот такие вот вставочки. Прикольные. Плавничок уже идет. Так, стоп-сигнал. Вот такой, вот так вот светодиод горит. Четко. Ну и тут, в принципе, багажник позволяет что-то возить, привозить. Вот смотрите, у человека тяговые аккумуляторы стоят, 2 штуки. Откуда это? С КамАЗов, да? А с грузового? Грузовые. Сколько тут у них ампер? 180. Это 180-е, смотрите, фавки от Фава. 2 спокойно лежат. И тут еще, в принципе, 4 можно, да, постелить? Конечно. Легко 4 встанут. Вот так вот, ребята. Так что багажник тут четкий. Плюс еще можно положить. И смотрите, как человек сделал. Транспортерные ленты положил сюда. Блин, не видно. Сейчас я... Итак, видите, что положил? Транспортерную ленту. Специально, чтобы тут ничего не продавило. Или нет, это уже ты приготовил на машины, на большие брызговики, да? Да, А это просто так получилось. Но все равно, видите, коврик резиновый, удобный доступ к амортизаторам. Сидушка ломается, а не так, как на вицах, только в крутых комплектациях. Можно, видите, ломаная, ломается с 2 сторон. 60 на 40 ломается. Есть держатель для ручки. Хоп. Нормальная железная дверь. Вот единственный момент. Вот чуть-чуть у меня тоже, по-моему, был какой-то такой тоже момент. Лопается. Ну все. Ну и внутри сейчас посмотрим чуть-чуть. Салон, как он. Кнопка старт-стоп почти у всех есть. Но и бывает просто с ключом. Вот здесь ключ бывает. Или здесь ключ бывает. Короче, бывает с ключом. Вот это туманки. Вот это звук космический. Чуть-чуть видоизмененное табло. Таким уже более
белым светом светит. Ну и вот тут уже климат уже в рестайле, чуть-чуть они поменяли, потому что раньше крутилка была и просто здесь, а здесь они уже вынесли сюда кнопки, поставили. Ну, машинка такая на самом деле. И подлокотник еще есть, смотрите, у него стоковый. Не колхозный, а именно стоковый подлокотник. Это круто. Не у всех есть. Ну, простой руль и нету круиза. Но зато цикалки есть. Такая средняя, так скажем, комплектация. Средняя. Ладно, все. Машина... нет, сейчас мы ее чуть-чуть закидаем. Потому что батарейка не заряжена. Короче, учу сразу, как батарейку заряжать. Включаем вот это левой ногой. Хоба, левой ногой включаем дэшку и газ. Все, пошла жара. Вот он там предупреждает нас, что так делать нельзя. Чуть-чуть зарядим, хотя бы наполовину зарядим. Вот 3 деления. Потому что нам надо сейчас проверить, что да как. Но говорит, ошибка вылазит. Может, пока подсоединимся, ошибочку посмотрим. Хотя смысл какой. Сейчас уже вскрывать буду я ее. Нет, зарядка не идет. Зарядка не идет. А вот, ну ладно, пусть будет половина уже. Знаете, еще на одно деление поднимет и хватит. Он предупреждает, что так делать нельзя. Все, хорош. Чуть больше половины зарядил. Все, парковку включаем. Все, вырубаем. А сейчас будем снимать это дело. Снимем батареечку, проверим, как положено на анализаторе. Поснимай, пожалуйста. Уже запись идет. Пожалуйста, снимите. Так, Аркадий Паровозов. Грязно, да. Есть моменты. Выйдем на улицу. Сеточка нормально. Не надо. Сетка нормальная. Вентилятор. Что, выйдем, наверное? Тянуть. Помещение пыль не тянуть. Вентилятор грязненький. Батарея. Так, глянем контакты. Так, контакты уже началось. Зеленовение. Какого года машинка еще раз? 15-го? 15-го. Вот уже начали зеленые. Ну это не критично так-то. Уже начались вот эти зеленые, болотистые какие-то. Ну такое вообще слабенькое. Ну вот чуть-чуть вот есть вот дердевала, вот дердина. Дердина. Ржавчина, то бишь. Ну тут тоже чуть-чуть вот начались какие-то моменты. Так, теперь батарея 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
38, 39, 40, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. По 10 штук. Одна батарейка. Косвенные признаки указывали, что туда никто не лазил. Так, теперь подсоединяем анализатор. Смотрим. В общем, сейчас всем объясню одновременно, как и с хозяином батареи. В общем, 4 этапа, грубо говоря, нормально. Чтобы нормальная была батарея, должна по 4 этапа, короче, пройти. Это я чисто моя методика, ребят, как бы внимания не обращайте. В общем, это то же самое, как тачстрима мы. Ну, такие глюки бывают, это по Bluetooth. Итак, сейчас разряжается у нас до 14 вольт. 14 вольт, когда разрядится, она будет показывать вот так. Как бы серым покажет. Сейчас уже разбег 0,17. Это то бишь между самой минимальной и самой максимальной почти полвольта разбег. Почти. Ну, 20 вот сейчас. И рисует одновременно график вот такой. Первый, самый сильный. Вот видите, максимальный, самый сильный. Они тут, получается, цветами у меня отмечены, видите, цветами. И, короче, когда начнет уже падать, именно кто-то вниз пойдет, увидим. Когда именно вниз упало, значит там короткое замыкание. Именно в этой паре. Они должны все до 14 вольт дойти, все равномерно. Ну, грубо говоря. И все, ну вот, короче, вот так вот по серым стать. И ровно должно быть. Вот уже, по-моему, что-то вот уже кто-то полетел. Или мне кажется. Нет, еще рано. Еще рано. Когда батарейки более-менее заряжены, вот примерно под 16 вольт, да, она себя хорошо чувствует. Только глюки все появляются только тогда, когда у вас вот 2 деления остаются. Когда вот вы едете, 2 деления осталось. Если именно вот на этих 2 делениях вы начнете там газовать, либо там в гору там, или наоборот тянуть, начнете там потихонечку, еще сажать ее больше. Может выскочить ошибка, если у вас есть какие-то плохие элементы, короче. Либо короткое замыкание. Но вот сейчас мы посмотрим вот здесь, на примере этой батареи, график, как упадет. Именно кто пойдет. Но уже видите, между самым сильным и самым слабым, вот тут вот шкала есть, видите, 15,6 и 15,8. Видите, почти 20 разбег, грубо говоря. Градация, да, 24 разбег. Но это уже много, ребят. Как бы машинка не обслуживалась, просто катались. Скорее всего, сеточка была забита и перегрели серединку. Ну, как обычно бывает. Самые слабые, вот видите, вот красный, желтый, это 6 и 7. А всего тут у нас 10 пар. Ну, ровно середина, грубо говоря. 5, 6, 7. Вот они в середине, самые низкие. Самые сильные это вот по краям. 1, 2, вот 1, 2 и 9, 10. Они самые сильные, потому что у них нагрузки меньше. Вся нагрузка на середину. Ну, вот тут и самое показано. Ну, грубо говоря, сейчас первый этап мы хорошо зарядили. Все это видели сами, как я маленечко зарядил. Поэтому первый этап по-любому она пройдет. Это где-то 4 минуты. Вот сейчас уже скоро закончится, 400 метров. Вот. Второй, скорее всего, тоже пройдет. Скорее всего. Ну, вот даже сейчас, если посмотреть, вот на 5-й посмотреть, 15-20 и посмотреть на 15-46. 15-17 уже, 15-15 и 15-45. 30, полвольта разбег. Вот, полвольта разница. Это первый этап. В общем, 0,30 это полвольта, ребят. Разбег между самой сильной, вот видите, максимальный, видите, макс написано, и минимально полвольта. Ну, сейчас чуть-чуть я ее, когда записываю, чуть-чуть фору даю, она маленечко набирает энергии на себя. Но не суть важно, она не успевает там сильно-то. Дальше нагрузка продолжается. Вот опять формируется график. И потом он со временем все сужаться начинает, потому что минуты, видите, секунды сверху секунды, это вольтаж. Ну, вот так вот сделано. В принципе, я участвовал в расцветке. Раньше всегда были одинаковыми. Вот эти все, 1, 2, 3.
Сейчас они разноцветные. ЛГБТ сообщество. Шучу, конечно. Все, что нам требуется, не воображение. местами поменяли специально, чтобы не было проблем, как говорится. Шучу, конечно. Чисто просто цветами разбили, да и все. Никакой тут привязки, всякой ерунде нет. Мы в России живем, у нас тут такое не канает. Институт семьи, там все такое. Мальчик любит девочку, девочка любит мальчика. Мальчик мальчика не должен любить. И девочка девочку тоже. В общем, это уже маленечко другой разговор. Итак, ну объяснил то, что этот прибор в реальном времени. Почему именно надо снять? Ну просто банально для того, чтобы посмотреть на контакты. Это первое. Во-вторых, продуть нормально от пыли, посмотреть контакты. Если контакты зеленые, поменять. Чтобы прижимная способность, ну, отдача была лучше, чтобы хорошо заряжался, хорошо разряжался элемент, чтобы, ну, не чувствовал себя, так скажем, как с кариесом. Вот. Как этот электрик ко мне приходил, говорит, электричество любит чистоту. Кто считает, что это именно так, вот лайк ставьте, пожалуйста. Да все, в принципе, любит чистоту, какая разница. Никто в пыли не любит сидеть в грязи. Все любят чистоту. Но вот сейчас еще больше разбег начинается. Уже 50. В 70 уже ошибка показывает. 70. Ну, по крайней мере, мне так сказали, что 70. На самом деле, ну, тут и будет, наверное, 70. Ну, вольт, грубо говоря. Почти вольт будет сейчас. Вот. Уже разбег все больше и больше. Ну, серединка просажена. Скоро будем уже ставить кресты. Ну и кресты покажут нам вот именно вот этот график, именно покажет, что он все упал. Именно вот сколько палочек будет, это значит в тех парах кто-то есть. Иногда по одному, иногда по два выпадает в паре именно. Сейчас глянем, может быть, что-то можно будет перетусовать, хотя вряд ли, когда вот такие разбеги большие. Уже 60 разбег. Как бы между, еще раз повторяю, между сильным, максимальным и между минимальным. Тут уже 14.16 и 14.76. 60 разбег. Вот так вот. Ну тут автоматика считает. 64 уже. Вот 70 будет уже ошибка. Стопудово. Он говорит, уже каждый день начала ошибка появляться. Чуть-чуть бы пораньше, конечно. Допустим, когда я только открылся, ко мне бы приехали, мы могли бы тут малой кровью обойтись, скорее всего. Ну, а кто знал-то, ё-моё. Вот. А что, так можно было, что ли? Так, время 10 минут третьего. То есть 5 минут третьего. Ну вот уже серединка пошла. Серединка пошла. Сейчас мы посмотрим, вылетит он в осадок или нет. Ну а сейчас мне нужны вторые руки, поэтому я чуть-чуть отключаюсь. И просто потом в конечном итоге вам покажу. Именно как они уйдут. Уже конечный график расскажу, что это такое. И зачем вообще. Ну, это ребята подумали именно вот в таком формате, как в формате планшета. В формате Android программы. Ну, просто гениальные, просто. Вот уже он летит уже вниз, смотрите, крутой пике. Сейчас все уже упадет. А теперь крутое пике. Тут уже убитый, короче, кто-то есть посередине. Ну вот он уже полетел. Все, его не спасти, короче. Ну, скорее всего, вся середина будет такая. Итак, сейчас будем уже кресты ставить. Берем в красный фломастер, просим хозяина рисовать. Так, как бы я уже на опыте, ребята, поэтому, видите, один только упал, серединка вся просаженная. Более-менее уже все просажено, и здесь наш график показывает только одну упавшую. Так, вернуться надо. Да, вот он. Только одна, видите, упавшая. Все. Остальные все еще держатся. Смысл их сажать? Но смысла их сажать нет, по идее. Потому что уже тут вот 14.09 подошли.
у нас, короче, не заключается сейчас прям в жестком ремонте. Просто вычислить, как я понял, плохого, поменять одного плохого, перетусовать и будет дальше ехать. Я думаю, так. Потому что смысл дальше их сажать, убивать их дальше. Сейчас я тут все грамотно оттусую. Так, время сейчас 10 минут. В общем, чуть-чуть подождать надо. Вычислить остальных, слабых, сильных. Посчитаем, сколько надо. Быстренько поменяем, соберем, зарядим. И будет кататься дальше. Примерно здесь процентов 60, короче, остается. Потому что если в теории, теория чисто на практике, короче, у меня есть такое, то что 90%, вот, допустим, контрактная батарея у меня лежит, да? 16 года. У нее сейчас 90%. Если за ней все правильно следить, не пролюбливать сеточку, да, хотя бы раз в 3 месяца туда поглядывать, чистить и так далее, продувать там компрессором туда дунуть. Вот. 2016 года вот эта батарейка, вот, в год она будет по 10% умирать. Ну, грубо говоря. Может, у кого-то больше, у кого-то меньше. Зависит от состояния вот вентилятора. Как вы за ним будете следить. Ну и состояние, то что ко мне придете, если там окисленные контакты. Я вот эту батарейку еще не снимал. Вот ее как срезали, видите? Как ее вот так вот срезает сразу. Ничего, никто не церемонится, тупо отрезает и все. Видите? Отрезает тупо. И все. И продано. В общем, сейчас 20 где-то минут. И буду продолжать. Итак, анализатор позволяет делать качественный ремонт, поэтому с первого раза сразу не получилось. Хозяин все это видел, все это прекрасно видел. Все со мной делается. Вот еще раз мы разрядим ее. Вот. Хотя так нельзя, конечно, делать. Вот. В общем, ладно, не буду это хулиганить. В общем, разбег нормальный. Сейчас заряжаю. 10 штучек поменяли. Это ровно половину поменяли. Ну, сейчас маленечко цена упала элементов. Поэтому по сходной цене, так скажем. Вот. Сейчас заряжаю. Ну и в корпус, в принципе. Все, поехали. Рядочка. Потому что с первого раза не прошло. С первого раза. Слепому мастеру тут в этом деле сейчас делать нечего. Потому что он не знает, кто, что, кого, как сядет. Это просто без программы увидеть именно блоки, которые закороченные, их увидеть это просто, как сказать, чуть-чуть медленнее будет. Но и вслепую. Я вслепую не делаю. У меня тут все графики, все рисуется. Поэтому как-то так. Ладно, сейчас чуть-чуть заряжаем, собираем. И все. Человек будет кататься. Если какие-то моменты возникают, в принципе, я всегда на связи. Алексей Бакалдин всегда на связи. Так, зарядка идет. 5 ампер надо дать. Где-то 6 минут будет зарядочка идти. Ну все, батареечку сделали. Все, что-нибудь горит. Все, методом частичной замены. И все, будет бегать, куда денется. Так, Аква отъехала. Аква. Сейчас подъедет Воксик. Доктор, у меня редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Ну, вот как идти на работу, ну, прямо все тело пятнами покрывается и все. Ну-ну. Ну, что ну? Аллергия. А есть люди, которым покажи много бумажных денег, они начинают задыхаться. Но аллергия. Ну, у каждого своя же. Я на деньги нормально. Мне сколько не дай я... А вот работать не могу. Ну, прямо всего начинает ломать. Последняя надежда на вас. Все ясно. Раздевайтесь. Это бюллетень? Диета. Какая диета? Ничего не есть.
Ну, погоди. Первый раз слышу такую диету. Старинный рецепт. Народная мудрость. Кто не работает, тот... Так он что не ест, что ли? 잘 보이죠?